Бывшая невеста. То есть, говоря невеста, очень недолгое время. Очень недолго. Невеста, очень хорошо. Очень хорошо, значит, вы помолвлены, твоя невеста. Нет, Демир, больше не рассказывай. У меня действительно перехватило дыхание. Я правда задыхаюсь. Но я знаю эту историю, знаешь? Это разве не та история? Вы были помолвлены только на одну ночь, да? Ты тот человек, да? Демир, ты очень умный, правда? И тебя жалко. Селин, присядь, немного успокойся. Твоя бывшая невеста? Держи. Демир Эрендиль. Воплощение правдивости Демир Эрендиль. Ты, Селин, столько недель, смотря мне в глаза, со своей бывшей, Селин, мне рассказывала о тебе, мне рассказывала. Ты есть же. Селин, стой. Тебе конец, ты покойник, понял? Я уничтожу тебя. Понял? Из-за пары невинных обманов ты стал причиной, что я лежала в больнице. Человек, который заставил пережить нервный срыв. Смотри мне прямо в глаза. Я уничтожу тебя. Селин, стой, Селин. Уничтожу тебя. Селин, стой, не глупи. Сейчас ты очень зла. Я понимаю тебя, но что ты понимаешь? Что понимаешь? Отпусти. Селин, стой, Селин. Ты отпусти меня, объясню тебе. Я все по порядку тебе объясню. Любимая, смотри, не глупи. Ты не такая. Успокойся, успокойся. Вот так. Дыши. Я заставлю тебя за все это заплатить. Селин, отпусти. Отпусти. Демир, отпусти. Демир, отпусти. Демир, я устрою тебе. Отпусти меня. Демир. Демир. Открой дверь, выпусти меня отсюда, а то я тебе устрою. Я тебя очень люблю, Селин. Я тебя очень люблю. Пожалуйста, немного успокойся. Немного успокойся. После этого хочешь бей, хочешь ругай, хочешь ломай. Что хочешь, то и делай, я на все согласен. Демир, открой эту дверь, открой. Смотри, я уничтожу тебя. Я тебя уничтожу, открой. Ты не можешь держать меня здесь. Ты знаешь меня. Я сломаю эту дверь, выйду наружу, понял? Демир, открой. Селин, пожалуйста, немного успокойся. Ты себе что-нибудь сделаешь. Пожалуйста, не бей эту дверь. Немного успокойся, потом поговорим. Давай, дыши глубже. Видат? Демир. Ну что, сделали? Хотел спросить, доехали ли? Как дела? Доехали. Демир, сейчас пытаюсь спастись. Я спрашиваю о доме, а ты что говоришь? Что случилось? Сейчас здесь конец света, брат. Демир, выпусти меня. Вот что случилось. Демир, выпусти меня отсюда, слышишь? Тебе говорю. Слышу, любимая, слышу. Но, к сожалению, пока ты не успокоишься, не могу тебя выпустить. Пожалуйста, постарайся немного успокоиться. Давай. Что вы сделали? Сразу поговорили? По этому поводу ссора. Видат, сейчас я не в том состоянии, чтобы говорить, хорошо? Потом я тебе позвоню. Давай, брат, давай. Да ну. Что мне теперь делать? Поехать? Видат? Доброе утро. Что ты здесь делаешь? Пришла попросить о помощи касаемо Демира. Эйлюль, пожалуйста, приходи с более разумными просьбами. Демир и Селин поехали куда-то на пару дней. Ты и так об этом знаешь. Я думал, ты оставишь их в покое? Ты так сказала Демиру? Видат, пожалуйста, ты можешь оставить предположение, послушать пару секунд. Я пытаюсь что-то объяснить. Да, слушаю. Я просила, чтобы ты не говорил, Селин.
Но если я хоть немного знаю Демира, он это организовал, чтобы обо всем рассказать. Я хочу, чтобы ты помешал ему. Почему ты этого хочешь? Потому что он все запутает для себя. Нет необходимости в этом. Я и так сказала, что уеду. Значит, он не доверяет тебе. Смотри, Селин очень хорошая девушка, но хрупкая. Мы в тот день на острове говорили. И если она узнает, что все, о чем мы говорили на острове, связано с Демиром, ей будет очень больно. Оба расстроятся. Да что ты. Ты не думала, когда оставила? Не думала, когда вернулась? А теперь, чтобы счастье Демира не испортилось, чтобы Селин не расстраивалась, это сейчас пришло тебе в голову. Вида, злись на меня сколько хочешь. Я просто желаю им добра. Почему ты такая искренняя, Селин? Не знаю. Вдруг вот так получилось. Может, потому что я интересуюсь, может, потому что была необходимость рассказать, и потому что она спросила. Что бы ни было. Демир не ответит на мои звонки. Но ты можешь им помешать. Если Селин узнает, очень огорчится. И я, правда, вообще этого не хочу. К сожалению, уже очень поздно. Ты должна была подумать об этом с самого начала. Слушай, Элюль. Алло, Бурак. Где ты вышел? Уже сажусь в машину. Если хочешь, тебя могу забрать, вместе доедем до фирмы. Я и так иду в сторону офиса. Хотела кое-что попросить у тебя, связанное с делами госпожи Тюркан, по поводу вчерашней темы. Ты сказал, что фотографии все еще у тебя? Йылдырыма? Ты можешь их принести с собой? Элюль, нельзя. Бурак, прошу, можешь принести фотографии с собой? Об остальном поговорим в офисе, хорошо? Селин, ты в порядке? Говори, что понимает. Говори, что понимает. Сведет меня с ума, боже мой. Разве я не могу сломать эту дверь? Запирай сколько тебе угодно. Я выйду и устрою тебя. Селин, смотри. Пожалуйста, успокойся. Пожалуйста, ты сделаешь себе больно. Пока ты не успокоишься, я не открою эту дверь. Я сейчас иду внутрь и буду ждать, пока ты успокоишься, хорошо? Давай, пожалуйста, убирайся. Хорошо? Я устрою тебе. В конце концов, эта дверь откроется. Доброе утро. Доброе утро. Я снова беспокою, но в последнее время я же взрывала твою голову, вот приготовила кекс в качестве извинений. Зачем ты утруждалась, дорогая? Хорошо, и сделала. Я люблю кексы. Хорошо, тогда я оставлю это тут. Поешь чаем, приятного аппетита. Хорошо, дорогая, пойдем посидим вместе. Я тебе налью чай. Попробуем кекс. Нет, мне нужно возвращаться на работу. Хорошо, вернешься, садись, садись.
Этот кекс получился очень вкусным. Правда. Очень воздушный. Как шарик. Вовсе не сырой. И сахар на месте. Правда, здоровье твоим рукам очень вкусно. Приятного аппетита. Кажется, ты понимаешь в этих вещах. Немного. Правда, и у меня есть свой рецепт. Иногда готовлю. Да ладно. Как, например? Я готовлю так. Сначала беру 2-3 плитки шоколада, оставляю таять для начинки. Потом взбиваю сливки, сверху какао немного кофе, немного красного перца. Что случилось? Чего так смотришь? Эти продукты не особо сочетаются. Но, конечно, нормально то, что ты не особо понимаешь. Минутку. Когда я говорила о своем личном рецепте, говорила о рецепте мамы. Очень вкусно готовила покойная. Мой язык. Почему я такой человек? Нет, дорогая, это не особо важно. Нет, важно. Кто знает, как вкусно готовила твоя мама этот кекс, я очень некрасиво прокомментировала. Прошу прощения. Если она откуда-то следит за нами, то знает, что я не с плохими намерениями. Если следит откуда-то, то точно развлекается. И если бы была жива, то очень полюбила бы тебя. И? Что такого? Почему ты удивляешься? Мерве, ты очень искренняя и милая девушка. Да и вкусный кекс приготовила. Мама Бары ненавидела меня. С первого взгляда. Да ладно. У нее другая проблема. Она бы злилась на любую, не только на тебя. К тому же, как хорошо мы тут обсуждали кекс. Не смей. Нет-нет. Пожалуйста, нет. Не плачь. Я запрещаю плакать в моей теплице. Не обижайся, пожалуйста. Мне то хорошо, то плохо. Итак, мне нужно возвращаться на работу. Спасибо за чай. Это я благодарю за кекс. Приятного аппетита. Ах, Ведат. Чего ты вмешиваешь кекс мамы? Заставил девушку плакать. Селин? Селин? Это уже в 3-й раз, Демир Эрендиль. Сначала ты запер дверь и оставил меня снаружи, но я опять же вошла в этот дом. Потом ты запер меня в комнате, что наверху, но я опять же вышла из этой комнаты. А это был 3-й раз. Еще не создан ключ, который бы меня удержал. Я не та женщина, которая будет стоять там, где ты ее оставил. Понял? Понял, конечно. Конечно, ты не такая женщина. Это я осел. Нет. Бык. Нет, и это нет. Оба животных очень милые. Это моя неуравновешенность. Да, неуравновешенность, то, что я сделал. Смотри, сделаем так. Я приготовил для тебя тост. Ты любишь. Сделал так, как ты любишь. Сначала покушаем чего-нибудь. Ты с утра ничего не ела, а потом продолжишь с того места, на котором остановилась, так, как захочешь. Хорошо? Но сначала покушаем чего-нибудь. Спрашивай, что хочешь. Но позволь мне, я расскажу потом. Хорошо? Давай, пойдем. Нет, ты не прикасаешься ко мне. Отойди. Отойди. Держись подальше. Хорошо? Я сюда пройду. Пожалуйста, поешь немного. Хоть бы один кусочек.
Это кольцо дала больная женщина-гадалка. Сказала, что рядом был ее любимый. То есть... Тогда... Ты был, да? Когда она мне рассказывала в том самом доме, когда мы остались. Я очень расстроилась. Правда. Потому что она очень любила. Было понятно потому, как она рассказывает. Очень любила этого человека. То есть... тебя. А ты ее очень любил, судя по всему. Потому что человек, который не любит, не захочет жениться. Селин. Все это было очень давно. Это то, что уже прошло. Следы, раны, моменты. Все это стерлось. Такие были отношения. Селин, после того, как я тебя узнал, Демир... Нет, не смей открывать эти темы. Ни до знакомства со мной, ни после. Ни одна твоя рана закрыта не была. Все были открыты. И все еще так. Я не хотел, чтобы так было. И с тобой не связано. Я давно закрыл эту тему, чтобы залечить свои раны. Я был в порядке. Я нашел здесь совсем другую жизнь. Пока она не вернулась. Селин, пожалуйста. Демир, если бы это было вчера, то я бы всеми силами залечила твои раны. Но сейчас и я ранена. Как это будет? Как мы пойдем друг другу на пользу? Интересно, куда отвез Селин господин Демир? По-моему, точно место очень романтичное. Интересно, это у моря или у озера? Как бы не 7 озер. В этом сезоне очень романтично там. Нет, по-моему, место потеплее. Обновят любовь на солнце. Их любовь и так свежая, по-моему, что-то другое, что-то новое. Если бы они хотели остаться одни, то они и так в одном доме, это другое что-то. Девочки, у нас на руках сейчас 2 очень важных дела. Господин Демир не из тех людей, которые оставляют дела и сбегают на пару дней. Верно, на самом деле, не из тех. Но любовь так и удивляет человека. Айда, что происходит с тобой, девочка? Или есть что-то другое? Нет. Нет, эти отношения не вынесут еще одного кризиса. Все видели, что было в прошлый раз. Господин Демир расстраивался, а Селин так вообще пала. Девочка попала в больницу от расстройства. Нет, пусть больше не будет никаких проблем. А змея, я же не говорила, что есть проблемы.
Может, говорю, они переходят на следующую фазу отношений? Что значит фаза, девочка? Что это значит, скажи? Селин на днях мне говорила о чем-то подобном. О чем говорила? Что рассказала? Мне ничего не говорила. Тебе о чем говорила? Еще и без стыда. Что тут постыдного? Господин Демир хотел поговорить с Селин, а она была немного напряжена. Сначала наедине поужинали. Привет. Привет. Посмотрели фильм и прочие фразы. Ладно, девочки, это все между нами, хорошо? Пожалуйста. Я очень волнуюсь сейчас. И меня в жар бросило. Продолжай, продолжай. Продолжаю. Если Селин придет с кольцом на пальце, то не удивляйтесь. С кольцом? Конечно, с кольцом, девочка. О чем мы говорим тут 2 часа? Вы что подумали? Не глупите. Он ваш начальник. Идите давайте. Будто и вам подобное расскажу. Очень смешно. Ради бога, идите за свои столы. Испортили мне настроение. Что я рассказываю, о чем вы думаете? Не смейся, змея. Пойдем. Очень стыдно, разве такое рассказывают? Еще чтобы я вам рассказала что-либо. И кофе вкусно пахнет. Попросил бы, я бы тебе принесла. Пока не стал пахнуть, не хотел на самом деле. Нельзя заставлять начальника носить кофе. Не так ли? Лучше всего я пойду налью себе сам кофе. Алло, Бурак? Где ты? Ты подъехал? Пожалуйста, скажи, что ты взял фотографии. Пожалуйста. Селин? Селин, открой дверь. Любимая, пожалуйста. Смотри, ты не вынуждена этого делать. Ты не вынуждена отдавать этот конверт Йылдырыму, Эйлюль. Будут последствия у этого, ты знаешь. Пожалуйста, откажись от этого дела. Ты ведь ничего делать не будешь. Это никак не связано с тобой. Я сделаю. Зачем ты, зная, выходишь на неправильный путь? Потому что, Бурак, если мы отдадим этот долг, то фирма пострадает очень серьезно. А чтобы собраться, мне придется остаться тут надолго. И ты не хочешь оставаться здесь, да? Знаю. В таких условиях нет. Это не единственный выход. Мы только взяли 2 огромных проекта. Будем работать. Если понадобится, будем еще больше работать. К тому же компания переедет в другой отдел. Может, мы и вовсе не будем отдавать этот долг. Очень много времени займет. Очень много может. Если хочешь избавиться от этого долга, то я должна положить эти фотографии в карман господину Йылдырыму. Это самый короткий и точный путь. Ты не для этого разве снял эти фотографии? Я человек, который совершил ошибки. Я могу взять ответственность за свои ошибки и расплатиться за них. Ты не как я. Это тяжко для тебя. Я должна сделать эту ошибку, чтобы перекрыть другие. Мне тоже нужно расплачиваться. Бурак, добро пожаловать. Ферух, позволишь нам немного?
Конечно. Если нужно расплачиваться, то это не только твоя обязанность. Ты лишь ошиблась в отношениях с Демиром. Если ошибкой считается то, что ты поменяла свое мнение, но я совершил много ошибок, чтобы спасти эту фирму. Если уж придется расплачиваться, то я не позволю тебе одной. Бурак, пожалуйста, займись делами. Забудь, что дал эти фотографии мне. Эй, Люль. Или сделаем вместе, или отменяем этот план. Давай, ты иди, Лейла. Я тут, и Исхан тут. Девочки тоже к обеду подойдут, давай. Почему я должна сразу выходить? Я этого не поняла, Фирузе. Жизнь моя, тебе нужно подготовиться к вечеру. Маникюр, педикюр, волосы. Тоже нужно расчесать, это долгая процедура. Еще нужно поехать домой, переодеться. Человеку сказала, чтобы он приехал, забрал тебя отсюда. Он с дома приедет сюда. Почему ты делаешь из этого огромную проблему? Я не понимаю, Фирузе. Чтобы я получила еще больше стресса, я преувеличиваю. Всю ночь ты не спала. Как большой теленок кружилась по дому. Это от того, что мне было плохо, меня тошнило. Конечно, мы же поели слишком жирное. Поэтому мы просто поужинаем, не так ли? Если бы это был простой ужин, то вы бы и тут поели. Смотри, тут кафе. Человек подготовился. Кто знает, куда он тебя отвезет? Клянусь, тебе потом будет очень стыдно. Давай, давай. Давай, Лейла, хорошо. Хорошо, я ухожу. Ради бога. Я ухожу, но клянусь, чтобы избавиться от твоего языка. Знай это. Конечно, конечно, именно так. Давай, давай тогда. Демир, отойди, пожалуйста. Оставь меня, отойди. Не могу оставить. Демир, я больше не хочу находиться тут, хорошо? Не хочу находиться в этом доме. Хочу уехать, оставь меня. Демир, оставь меня. Демир. Селин, я уйду. Не могу оставить. Не могу. Ненавижу тебя. Ненавижу. Любишь. Причем очень сильно любишь. Поэтому тебе так больно. Кричи, ругайся, бей, делай мне больно. Но я все равно не оставлю тебя. Я не хочу слушать, потому что ты меня не понимаешь. Хорошо, объясни. Объясни, тогда я слушаю. Ты достаточно выслушала и так. Не всегда разум и сердце говорят одно и то же. Она мне рассказала. Я ужинала с женщиной, которая бросила тебя и ушла.
Беседовала до полуночи. И знаешь, я даже полюбила, потому что поняла ее. Выслушала историю любви, не зная, что ты тоже есть в ней. Чего ты сейчас от меня хочешь? Еще раз расскажешь мне, еще раз заставишь слушать то же самое. Я не видат. Я не могу быть той, которая выслушает вас обоих и даст совет. Почему вы играете моими чувствами? Смотри, то, что ты слышала, что слушала, во всем этом не было меня. Это был совершенно другой Демир, совершенно другое время. Смотри, с того момента, как я вошел в двери нашего дома, я не был тем человеком. Много времени прошло, Селин. Все закончилось. Это то, что время стерло и уничтожило. Но сейчас это тут. Та история, которую ты стер и уничтожил, стоит перед тобой. Я ничего не почувствовал. Никогда увидел, никогда заговорил. Ничего не почувствовал. Демир, не смей. Не смей этого делать, хорошо? Я сейчас понимаю. Каждый момент перед глазами, когда мы были рядом. Твой взгляд на нее. То, как ты замер, когда увидел ее. Не смей говорить, что ничего к ней не чувствуешь. Знаешь, что я почувствовал? Знаешь, что я почувствовал? В тот самый момент, когда пришла Эйлюль. Страх. Вероятность того, что однажды мы с тобой переживем этот момент. Даже вероятность этого момента останавливала мое сердце от страха. Все превратилось в кошмар, где я не мог выйти из всего этого, не разбив твое сердце. Мы не сможем выбраться с этого кошмара, не задев чувства друг друга, Селин. Я знаю, тебе больно. Я умираю перед тобой. Но не вылечится, если не будет кровоточить. Поэтому я не могу оставить тебя. Если ты обижена, если плачешь, если кровоточит, я не смогу оставить. Мне очень больно. Знаю. Моя. Не делай. Видеть Демира и Селин так сложно для тебя. Ты хочешь поскорее уехать, потому что не выдерживаешь. Я не хочу еще больше вредить Демиру. Даже если разочарую тебя в этом вопросе. Ты все еще любишь, да? Мы не можем за минуту перестать любить тех, кого любили. Человек не может за один день отказаться от своих чувств. Хорошо, но прошло 2 года. Время не лечит раны, Бурак. Только лишь закрывает корочкой. Я рада, что Демир снова полюбил. Что он снова счастлив. Но мне не нравится то, что мне постоянно бьют в лицо тем, что я потеряла. Человек не может жить с чувством вины. Если бы на твоем месте была другая, то попыталась бы вернуть его, только бы избавиться от чувства вины. Я обидела Демира. Несмотря на это, он смог снова полюбить. Нечего тут возвращать. И мне вредит то, что я остаюсь тут. Селин настолько правильная девушка, что мне очень тяжело быть правильной и не совершать ошибок рядом с ней. Делай правильно для Селины Демира, по этике ты совершаешь самое неправильное. Все, что понадобится. Если Демир узнает об этом, то он очень разозлится, ты ведь знаешь, да? Демир и так очень зол на меня. Мне нечего терять. Вывел меня из кабинета. Меня, своего Феруха. Хотя что я только не делала ради него. Господин Ферух, вы пугаете меня. Господи. И? Когда ты позвонишь Егиту, я бы позвонила, если бы знала, что сказать. Я никак не могу собраться. Не преувеличивай, Айда. Позвонишь и предложишь выпить кофе. Ибо, в каком положении ты оставил меня? Только бы доказать. Нет, человек вышел из моей жизни. А если он не захочет видеться со мной?
Спасибо, змея. Вы замолчали, когда мы прошли? Нет, змея, вы пришли к концу. Это точно так. Когда я вхожу в кабинет, госпожа Эйлюль и Бурак сразу замолкают. Поэтому я знаю точно так. Привет. Госпожа Лейла все еще на кухне? Готовит еду? Нет, я отправила ее домой. Чтобы она подготовилась к ужину. Это сегодня вечером. Какой еще ужин? Госпожа Лейла и мастер Мухаррем едут ужинать наедине. Да ладно. Благо, не стоит столько готовиться. Мастер Мухаррем натянет на себя костюм и возьмет в руки палку. Потом сам готовь и сам ешь. Простите. А потом до утра будешь мучиться. У меня нервы расшатаны. Хорошо. Бурак, посмотри на вид с этой парковки. Стамбул полон сюрпризов, это правда. В самый неподходящий момент он выставляет перед человеком такую красоту. Эйлюль, что ты делаешь? Ты приблизилась очень, иди сюда. Ты иди сюда. Отсюда все кажется великолепным. Эйлюль, иди сюда. Смотри, отсюда тоже вид очень красивый. Шутишь. Ты не боишься высоты, да? Не боюсь, конечно же. Сейчас голова закружится, потеряешь равновесие, ненужный риск. Хорошо, пойдем тогда. Я хочу, чтобы ты увидел этот вид. Давай. Все? Хорошо. Ты как садишься на самолет? Эйлюль, мы можем уже пойти? Ты посмотрела на вид, да и развлеклась. Давай, пожалуйста. Хорошо. Я не буду веселиться благодаря чьей-то фобии. У меня нет фобии. Только... Ладно, оставь. Скоро мы будем шантажировать одного из самых влиятельных людей этой сферы, чтобы он оставил этот долг. А ты боишься вот этого, правда? Высоты? Я не хочу, чтобы ты упала. Если ты будешь падать, то я не смогу тебя поймать. Не стоит ловить, я справлюсь. Ты не ответственный за меня. Верно, не ответственный. Я лишь не хочу шантажировать Йылдырым-1. Все? Логично. Мы можем пойти, пока ничего не случилось с нами. Я хотел рассказать тебе про Эйлюль. Пробовал, но... Ты была так счастлива. Мы оба. Ты не хотела обсуждать ничего, что могло бы разрушить это счастье, да и ты права. А я... хотел, чтобы прошло немного времени. Еще пару дней, которые принадлежали только нам двоим. Постоянно откладывал. Если я сделаю так, что ты будешь мне доверять и верить в мою любовь, то перенесем это легче, я так думал. Не смог. Знаешь, что ненавижу что-то скрывать. Все становилось сложнее от того, что я молчал. Ты очень опоздал. Ты стала подругой Эйлюль. Я предупреждал ее. Хотел, чтобы она ставила рамки между вами, но... не получилось.
Еще поехали на остров, застряли там. Я в ту ночь хотел поговорить с тобой. Все это моя вина, так? Я не позволила тебе рассказать. Все моя вина. Я ничего такого не говорил. Пожалуйста, не делай, Селин. Ты никак не связана с этой ситуацией. Нет ни малейшей роли в том, что мы пережили, и в том, почему мы сейчас в таком состоянии. Да, не связано со мной. Эта история твоя и Эйлюль. И в этой истории нет мне места. Это между вами двоими. У меня с Эйлюль нет никакой истории. Все кончено. У нас нет ничего, о чем бы мы могли поговорить. Почему она приехала тогда? Не знаю. Может, чувство вины? Она уехала, не сказав ничего, не объяснив. Спустя годы она решила, что должна объясниться. На пустом месте. Приехала. Поговорили, она поняла. Увидела, как сильно я тебя люблю. Пожелала счастья. В ближайшее время уедет. В ближайшее время уедет. Несмотря на то, что взяла акцию у отца, она уедет, так? Ее отец, Фикрет Гюндешели, руководитель Артемим. Демир, ты знал, что Артемим на грани банкротства. Знал, что ее отец в совете директоров. Ты знал, что она узнает, что ты взял акции Артемим и встал во главе компании, да? Что вы сделали? Отлично поговорили и решили. Сначала я поеду, потом приедешь и ты. Но мы по ошибке с тобой купили один дом, все планы разрушились, да? Нет, нет, нет. Ничего такого не было. Смотри, Селин. Я 2 года ее не видел. Когда я выкупила акции этой фирмы, что должно было быть? Хорошо. Хорошо, я знал, что она будет в курсе. Хотел, чтобы она приехала. Да, хотел. Но не потому, что я хотел ее видеть. Не потому, что я что-то к ней чувствовал. Только чтобы полностью закрыть эту страницу. Вот и все. Селин, она настолько убегала, что ушла, лишь оставив записку. Даже в лицо мне посмотреть не могла. Я хотел поговорить. То, что я хотел сказать, то, что я хотел услышать, все это осталось в темноте. Хотел, чтобы это обговорили, Селин. Обговорили и закрыли. Но не закрылось. Демир, что ты недавно мне сказал? Сказал, что стал совершенно другим человеком, когда вошел в двери нашего дома. Будучи рядом со мной, ты ждала Эйлюль. Не волновала меня даже. Я не пытался дать это огласке. Не пытался связаться с ней. Смотри, через некоторое время всей моей жизнью стала ты, Селин. Все. Ночь, день, мои мечты, моя злость, волнение. Всем стала ты, Селин. Не смей. Думай, что хочешь. Злись на меня сколько угодно. Но не смей. Даже на минуту сомневаться в моих чувствах к тебе. Даже на минуту. Я никого в жизни не любил так, как тебя. Демир, можешь открыть дверь? Я пойду. Оставь меня. Смотри, ты хотел поговорить, мы поговорили. Я пойду уже, пожалуйста. Я не могу дышать. Пожалуйста, оставь.
Не могу оставить. Я не могу остаться, Демир. Эйлюль. Эйлюль. Эйлюль, стой. Что ты делаешь? Выскочила из кабинета господина Йылдырыма, ушла? Ты в порядке? Я раньше такого никогда не делала. Ты уверена? Потому что ты была очень хладнокровной. Я знаю, но... Ты такой стойкой была перед Йылдырымом. Ты так контролировала себя, что поразила его, Эйлюль. Он унизился перед тобой. Даже у меня задрожали коленки, но ты... Ты великолепная, Эйлюль. Ты еще у меня спроси. Теперь мы стали плохими людьми? То, что мы виноваты, это точно. Сейчас будто сердце выпрыгнет из груди. Все мои мышцы напряглись. Это из-за адреналина. Да. Да, мне нужно как можно скорее избавиться от этого, иначе не смогу прийти в себя. Как? Соревнуемся до автопарка. Что? Кто добежит первым, выиграет. Эйлюль, не глуп... Селин? Селин, ты в порядке? Я захожу. Ах, Селин. Я выиграла. Вот так вот. Мы плохие люди.
Эй, Люль, что ты делаешь? Спустись оттуда. Это от адреналина. А я сегодня не вернусь в офис. Мне нужно пойти домой и переварить то, что мы сделали. То есть, господин Йылдырым, шантаж, фотографии. Все это оказалось для меня слишком тяжелым. Это уже случилось. Поэтому тебе уже не станет легче от того, что ты пойдешь домой или вернешься в офис. Селин! Селин! Димир, мы, по-моему, слишком отдалились от отеля. Смотри, это место похоже на место для охоты. Как ты это поняла? Птички, ты их не слышишь? Селин? Как ты их лучше услышишь? Ты права. Ах, Селин. Селин! Где же дорога? Селин! 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 Где же ты, Селин? Селин! Где ты, Селин? Димир. Селин! Наверное, Бурак не вернется. У тебя есть дела? Немного осталось. Но мне не нужно здесь оставаться. Возьму их с собой и пойдем домой, да? Домой пойдем. Но если ты не хочешь, не пойдем. Тогда я это закончу и пойдем в кино. А этого моя голова не выдержит. Тогда ты что-нибудь предложи. Но мне ничего не хочется. Может быть, только цветы, возня с землей. Но я же не могу каждый раз ходить в теплицу. Ты еще раз поехала в теплицу? Что случилось?
Бара опять расстроил тебя. Что он сказал? Да не из-за этого. Теперь я поехала не для того, чтобы работать. Я же достала Видата. Приготовила ему кекс в знак извинения. С этим Видатом только я не провела время. Он друг Селин. Ты тоже знаешь его. А его все время о нем рассказывает. А в тот день, когда я была в теплице, у меня голова была не на месте. Стыдно перед мужчиной. Постой-ка. Что ты делаешь? Ибо, как ты? Я тоже хорошо. Слушай, что я скажу. Может, вечером все вместе поужинаем в Хэппи Пай? Ну, ты, я, Мерве. Если придет, то о змее. А еще может позвать господина Видата. Хорошо, хорошо, тогда ты спроси. Вечером созвонимся. Хорошо, целую, душа моя. Айда, что ты делаешь? Я тебе только что рассказывала, что человеку надоело видеть меня. Ты прямо в этот вечер зовешь его. Я не могу пойти. Мерве, не говори глупости, конечно же, ты придешь. Подруга, извини, но мне нужно познакомиться еще с кем-нибудь из друзей Ибо, кроме Мюге. Хорошо, но давайте не будем говорить на проблемные темы, потому что я истратила лимит. Хорошо, мы будем просто беседовать. Вот бы и Селин с Демиром были. Ну ладно, в следующий раз. А ты хорошо привыкла гулять с начальником. Кто бы говорил? Ты дружишь и с начальником, и с его другом. Господин Демир так изменился, не так ли? В тот день он взял меня за руку, вытащил меня, не ожидал от него такого. Влияние Селин. Правильно. Несправедливые. Ловушку устроили животным, бессовестные. Интересно, другие есть? Если одна есть, и остальные будут. Селин. Демир. Пожалуйста, смотри перед собой. Ступай осторожно. Демир. Они расставили ловушки по всему лесу. Демир! Где ты? Демир! 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 Селин! Демир! Демир, стой! Селин! Демир! Селин! Селин! Демир! Демир, стой! Повсюду. Повсюду капканы. Я очень испугалась, что ты наступишь на один из них. Ты в порядке? Иди за мной. Наступай туда, куда и я. Иди осторожнее, возвращаемся домой. Подожди минуту. Демир, смотри не на меня, а перед собой. Хорошо, не злись.
Очень красиво получилось. Фирузе, может, ты пойдешь со мной? О чем я буду говорить в этот вечер? На ужине. Господин Мухаррем позвал тебя на ужин. Наверное, ему есть о чем поговорить. Не волнуйся. А если он мне надоест, тогда будешь сидеть и кушать. Эта прическа совсем не подошла мне. Я ее распущу, Фирузе, распущу. Не трогай, очень красиво получилось. Сначала иди в салон, иди в салон. Пошли, увидели. Вылила мне на волосы 1 килограмм спрея и 100 заколок зацепила. Голова болит. Я сделала бы себе простой пучок. Фирузе, я распускаю это. Успокойся, нельзя, это пучок для ужина. Вечернее. Пучок для ужина. Вечернее. Мне не по душе этот пучок. Мне его нужно распустить. Мне плохо, сейчас потеряю сознание. Девочки, скажите ей что-нибудь. Госпожа Лейла, вы очень красивая, не распускайте прическу. Честно, вы изменились, стали другой. Вы на 10 лет помолодели, милочка, продолжайте в том же духе. Вот так вот. Вы правду говорите? Да, мне не совсем по душе, но... Красиво, красиво. Посмотри на меня, твое лицо кажется бледным. Нам нужно немного использовать румяна. Нет, не нужно никаких румян. Ради бога. Немного совсем. Чуть коснусь, пойдем. Пойдем. Они как 15-летние девочки. Девочки, мы женщину подначиваем. Но куда поведет ее этот мастер Мухаррем? Господин Фиру говорил что-то про таверну, а женщина так готовилась. Обошлось бы сейчас. Надо проверить, постойте. Уже поздно. Айда, ты когда-нибудь видела мастера Мухаррема в другой одежде, помимо рабочего комбинезона? Нет. Он везде ходит в комбинезоне. Господи. Мастер? Это ты? Мастер, не могу поверить своим глазам. Мастер, ты выглядишь очень элегантно. Большое спасибо, девочки. А госпожа Лейла тут? Тут. Здесь. Госпожа Лейла, ваше сияние сделало мои цветы тусклыми. Большое спасибо. Если вы готовы, пойдем? Конечно. Пойдем. С вашего разрешения, госпожа. Девочки. Пойдемте, госпожа. Вы это видели? Видели. Не плачь. Не плачь. Иди сюда. Дети. Я это... Надо было за ними воду вылить.
Еще никто не пришел сюда, чтобы сказать «уйдите отсюда». Это не странно? Я тебе скажу нечто более странное. Ты сидишь очень высоко. Целых 2,5 часа. Ты преодолел страх, или у тебя не было этого страха? Я пытаюсь не думать. Иначе я бы сейчас не чувствовал ног. А почему мы не уходим? Не знаю. Я сказал, что уход ничего не решит. А ты пришла и села сюда. Я заметил, что я сижу рядом с тобой. Ты голоден, а сюда привезу заказ. До такой степени. Если я попытаюсь слезть отсюда, точно упаду. Поэтому давай не рисковать. Может, попробуем? Нет, я правда не готов. Я не говорю, чтобы ты встал. Я говорю о заказе. Демир, твоя рука. Это я сделала? Нет, не ты. Случилось, когда мы упали. Демир, я сильно извиняюсь, тебе больно? Я даже не заметила, пока ты не сказала. Но нам нужно что-нибудь намазать, иначе опухнет. Пусть опухает. Я не умру. Забудь, Селин. Видат говорил, что давно не приходил сюда. И я на всякий случай взял с собой еду. Видат занимался этим домом? Теперь это дом Видата. Он купил его. Демир, не делай, пожалуйста. Что я делаю? Демир, не смотри. Почему? Я не могу наблюдать за своей девушкой. Селин, хорошо, я просто посмотрю. Ничего нет. Селин, пожалуйста. Селин. Порез не сильно глубокий. Но все равно нужен пластырь. Иначе будет идти кровь. Пусть кровит. Алло, Видат? Извини, что не смог позвонить тебе. Зачем извиняешься, парень? Мне было интересно, потому что от вас целый день ничего не слышно. Смогли все обсудить? Рассказал бы все нормально. Я попытался объяснить. Кажется, не очень-то и успешно. Она вся перенервничала. Еще и палец порезала ножом. Ты дал ей нож, хотя она в таком состоянии. Демир, что с тобой такое? Ты съел сердце для храбрости. Что ты делаешь? Видат, я правда сейчас на пределе. Скажи, мне дома есть пластырь? В ванной должен быть. Посмотри в шкафу. Хорошо. Спасибо. Парень, вы в порядке? Я серьезно спрашиваю. Не знаю, Видат. Постараемся, чтобы были в порядке. Да я не могу думать о другом варианте. Хорошо, ты иди поищи пластырь. Там должно что-то лежать для перевязки. Поищешь, потом еще раз поговорим. Хорошо, спасибо.
Извини, Селин. Демир. Не надо. Это не идет мне на пользу. Мне сейчас... Это совсем не идет на пользу. Вообще-то, этот парень теперь всю жизнь будет рассказывать о том, что случилось сегодня вечером. Он же сказал. Я подумал, меня сильно развели. Сказал что-то вроде того, что начал переживать за жизнь, когда я поднималась на стоянку. Мы посмеялись, но я расстроилась за парня. Это просто удивительно. Охрана даже не спрашивает, куда ты ведешь их. Охрана знает, что мы здесь. Как это? Я сказала им, чтобы они сделали вид, что не видят нас. А с кем ты поговорила, когда? Мы всегда были вместе. Я, конечно же, не говорил. Отправил кое-кому сообщение, и они поговорили. То есть говоришь, что знаешь тех, кто знает других, да? Это впечатляет? Значит, у тебя друзья на высоких постах? Не шути. Я Эвидат. Ты был очень красивым и милым ребенком. Я говорил тебе, что уже не тот ребенок. Я был серьезен. Тот обиженный ребенок и человек. Все осталось в прошлом. Ничего так легко. Это место похоже на наш дом. Более того, это наш дом. Да, наш дом. Я вырос в том доме, пока меня не отправили в школу-интернат. Поэтому я и купил этот дом. Поэтому не захотел уезжать. Сначала для меня были важны воспоминания о том доме. Но потом ты изменила смысл этого дома для меня. Я не понимаю тебя, Демир. Я очень стараюсь. Но не понимаю тебя. Человек, который так обиделся из-за того, что я что-то скрыла. Как это возможно, что ты скрываешь столько всего? Почему? Это то, что я хотела оставить в прошлом. Поэтому ты попытался связаться с Эйлюль через компанию ее отца? Поэтому купил дом, в котором вырос? Это для тебя значит оставить все в прошлом? Да, это. Потому что то, с чем ты не разбираешься, потом преследует тебя, словно призрак. Я захотела разобраться и закрыть эти страницы. И закрыл? Ты и правда не можешь увидеть это? Селин. Ты правда сомневаешься в моих чувствах? Я очень сильно запуталась. Ты избавишься от всего этого, убегая от меня. Я не хочу убегать от тебя. Но не могу остаться. Я не знаю, что мне делать. Хорошо? Хорошо, с этого момента я больше не буду говорить. Если ты что-то спросишь, я, конечно же, отвечу. Но лишь это. Это все. А сейчас
Если ты хочешь, поужинаем в тишине. Мне не хочется. Я хочу спать. Ладно. А значит, я один не познакомился с этим Бюньямином. Оказывается, это человек-легенда. Не надо, брат, это очень щепетильная тема. Клянусь, мне кажется, что он может появиться хоть откуда и дать мне задание. Да, он интересный человек, но пошел на пользу Селине Демиру. Он даже пришел на встречу с нами. Я тоже знал многих психологов, но про такого никогда не слышал еще. Да его виде нет. У него даже отобрали лицензию. Мэр В. опять так сделала, да? Я просто не могу ничего скрыть. Брат, только Демир не знает про это. И я буду рад, если так все и останется. Потому что, как ты знаешь, это я привел Бюньямина. Поэтому не переживай его. Хочу сказать, что эта команда очень хорошая. Не сглазить бы, полны веселья. Оказывается, я очень плохо живу в оранжерее. Нет, не говори, так там очень красиво. В оранжерее красиво, но нужно много ухаживать. Например, есть растения, которые нужно поливать вечером. А сейчас я пойду и займусь ими. Вы уходите? С вашего позволения. Дела ждут. Видат, мы очень рады, что ты пришел. Большое спасибо. Я тоже очень рад, что пришел. Спасибо за ваше приглашение. Госпожа Фирузе? Большое спасибо. Здоровья вашим рукам. Ну что вы? Тогда я провожу тебя, брат. Конечно. Приходите как-нибудь все вместе в оранжерею. Повторим все там. Ты отвечаешь за организацию его. Хорошо, я беру на себя. Доброй ночи. Увидимся. Всего хорошего. Я очень люблю тебя. Дурак. Я тоже очень люблю тебя. Очень. Доброе утро. Доброе утро. Сначала хорошенько позавтракаем, потом устроим прогулку. Что скажешь? Демир, я хочу вернуться домой. Сразу. Прямо сейчас. Можно? Хорошо.
Но давай сначала покушаем. А потом мы сразу же поедем, обещаю. И если так будет лучше для тебя. Начнем? Доброе утро. Бусинка, доброе утро. Доброе утро. И тебе доброе утро. Я принесла кофе, будешь? Я пробую новые зерна, моя подруга обжарила их. Клянусь, хочу, аромат чувствуется даже здесь, очень вкусно. Хорошо, сейчас принесу. А я принесла кое-что из пекарни. Хорошо, будет с кофе. Обычно я не ем мучные изделия, но сегодня сделаю исключение. Конечно, прошу. Вот эти для вегетарианцев. Очень вкусно. Ты можешь отправить их за границу? Для ваших друзей? Ну, если упакуем, то, наверное, можно будет отправить. И еще одна хорошая новость. Есть и другие места. Да, кажется, есть. Это станет известно сегодня. Пожалуйста, пусть это будет стоить моих усилий. Как тебе кофе? Я не пробовала, сейчас попробую. И правда очень вкусно. Правда. Клянусь, я в восторге. Госпоже Мерве уже лучше. Ну, вроде. Скажем так, со временем станет лучше. Время ничего не лечит. Время как уборочная машина. Бросает человека туда-сюда, брак, отношения и прочее. Господин Ферух, мы не говорим об отрицательных вещах рядом с Мерве, не так ли? Господин Бурак предупреждал вас об этом. Господин Бурак и так в последнее время зол на меня. Я заметил это. И это не я говорю об отрицательных вещах. Это делает муж Мерве Бара. Господин Ферух, почему вы снова ругаетесь, ради бога? Помолчите немного, дорогой. Клянусь, буду я молчать или нет, Бара все равно уже нанял адвоката. Разведется с молодой девушкой. Повестка придет через пару дней. Не говорите, что не предупреждал. Ах, этот Бара, ах, Бара. Разве можно так поступать с этой красавицей Бусинкой? Это все из-за его матери. Компания так превратилась в бразильский сериал. Мерве и Бара тайно поженились и разводятся. Господин Демир запретил отношения и сам полюбил Селин. Посмотрите, их даже нет. Неизвестно, что они делают, когда у нас столько работы. Если спросить про Бурака, то... Ну да. Вот бы господин Демир запретил не отношения, а сплетни. Что сделать? Может, мне запретить? Селин. После мангала, когда мы собирали Сибо, место, куда ты отвез нас, что мы поели десерт, ты говорил, что раньше ходил туда. Ты ходил туда с Эйлюль? У нее был стол. Она говорила, что каждый раз сиди за тем столом. Наверное, она хотела сказать каждый раз, когда ходила с тобой. Все, что ты делал со мной, ты с ней делал. Например, этот дом. Ты приводил ее сюда. Нет. Ты с ней жил. В Стамбуле. Или в Японии. Селин. Что, Селин? Не спрашивать. Ответы на эти вопросы принадлежат другому времени. Времена, в которых тебя не было. А значит, будем смотреть с той стороны, где мы есть. Хорошо, Демир? Хорошо. Не буду спрашивать. Но ты не можешь говорить, чтобы я не думала. Работа моего мозга теперь не зависит от меня.
и мое сердце. Я больше не могу контролировать себя. Тебя тогда не было. Я даже не знала о твоем существовании, Селин. Ты правда будешь спрашивать у меня про те времена? Когда я не знал, что познакомлюсь с такой девушкой, как ты. Ты бы хотела, чтобы я ждал ту, которую даже не знаю. Меня ведь не волнует твое прошлое. А то, что прошлое пришло в настоящее. Но ты не спрашиваешь про сегодняшний день. Конечно, ты ее целовал. Если речь идет об этом, то я и других целовал, Селин. Но это все было до знакомства с тобой. Я ведь не похож на монаха. Хорошо, Демир. Ты меняешь тему. Я не это хотела сказать. Gecen uzun yollarında, dört yanında öldüğün duvarlar. Sana tutunsam kayboluruz, yalnızlığın parçalar bizi. Yok oluruz sen bana, yorgun uzakta bir ada, kapkara denizin dinmedi fırtınan. Sen bana uzakta ıssız bir ada, ben hala vururum her gece kıyıda. Benden sonra sana kadar içimde öyle bir boşluk var. Sana anlatsam kayboluruz, yalnızlığın parçalar bizi. Yok oluruz sen bana, yorgun uzakta bir ada, kapkara denizin dinmedi fırtınan. Sen bana uzakta ıssız bir ada, ben hala vururum her gece kıyına. Sen bana yorgun uzakta bir ada, kapkara denizin dinmedi fırtınan. Sen bana uzakta ıssız bir ada, ben hala vururum her gece kıyına. Sen bana yorgun uzakta bir ada, kapkara denizin dinmedi fırtınan. Sen bana uzakta ıssız bir ada, ben hala vururum her gece kıyına. Ben hala vururum her gece kıyına.
когда ты сделала ей предложение жениться? Где планировал с ней жить? Собирался здесь жить с ней? В доме, в котором вырос? Нет. Но ты наверняка думал. Как минимум промелькнула мысль об этом. Хорошо, а что бы вы сделали с комнатами? Например, с моей комнатой. Детскую комнату. Я приготовлю кофе. Ты настолько дисциплинированный человек, что любую мелочь планируешь на 15 лет вперед. Куда вы думали отправиться на медовый месяц? В какие-нибудь тропические места? Бали? Мальдивы? Или эти места для тебя немного банальны? Что это за место было это? Было место, где снимали очень известный сериал «Дубровник». Что такое? И это место для тебя слишком банально. Куба? Кстати, Гавана очень романтичное место, ты знал? Один мой друг сказал. Или, возможно, может быть и такое место, как Вьетнам или Камбоджа. Я сейчас перечисляю столько вариантов, но ты наверняка уже посетил большинство из них, не так ли? И, может, вы даже вместе путешествовали? Вы и так в Марокко летали вместе. Действительно, а какие еще места вы вместе обошли? Что ты творишь, Селин? Я ничего не делаю. Я тебе сказала, что не могу остановить свой мозг. Человек, хочет он или нет, строить мечты. Я лишь хочу стереть из своего воображаемого мира места, в которых ты побывал вместе с ней. И какие же это места? Места, в которые ты отправлялся с кем-то в своем прошлом. Улочки, по которым вы ходили, взявшись за руки. Места, где в дождливый вечер вы прятались под крыльцом дома, и ты целовал девушку, например. Куда ты идешь? Я приму душ и переоденусь. Между тем, в книжной полке есть атлас. Можешь открыть и мечтать относительно любого места на планете. Потому что ни в этом городе, ни в другой стране, ни в этой вселенной, ни в какой-либо другой. Мне еще не удалось поцеловать тебя в дождливый вечер под крыльцом дома. Ты в порядке? Сказать кое-что. Я глупым образом очень хорошо себя чувствую. Но ты совсем не к добру. Почему? Потому что время уже почти обед, но от господина Йылдырыма нет новостей. Совет директоров не собрался. Следовательно, у него есть план. Нам же совсем не пришло в голову, что он может совершить обратный удар, не так ли? Мы подумали, что он откажется от компенсации, как только увидит фотографии. Ты была очень настойчива. Ты была очень зла и не смогла хорошенько обдумать. Погода очень жаркая, и я не смог противостоять тебе.
Что поделать? Нам придется расплачиваться. Мы привыкли как-никак. Сказать кое-что, мы очень сильно ударимся. Артемим утонет после компенсации. Против нас откроют дело. Из-за того, что мы шантажировали вместе, нас осудят за организованную преступность. И даже если не попадем в тюрьму, мы продолжим свои жизни с громадным пятном на наших карьерах. Ну да. Ты так сказала, что немного стало страшно. И все это из-за Демира. Нет, не Демир. Чтобы я отсюда побыстрее ушла. Нет, не из-за Демира. Сначала он разгневал Йылдырыма, а следом... Скажу. Вот что скажу. Я пришла спасти Артемим, но сейчас сама ухожу ко дну. У нас не осталось шанса на Верховный суд. Мой отец будет без ума от этого дела. А мой отец... Смотри, эти места будут в огне. Словно дракон. Господин Экрем будет извергать пламя. Девочка, что это такое было? Между ними было нереальное притяжение. Молния ударила или гром грянул. Что бы ни случилось, это было нереально. Очень круто. Почему вы шепчетесь? Я что-то пропустила? Очень большая новость о змее. На управленческом уровне чувствуется запах любви. Что ты говоришь? Девочка Бурак и госпожа Илюль откровенно флиртовали. Ведь я вам говорила. Господи, я уже забыла то, что сама говорила. Как я не смогла за ними проследить? Не так ли? Как такое произошло о змее? Ты начинаешь терять хватку. Смотри, начала снижать уровень твоих способностей. С какой стати, дорогая? У нас очень активные будни. Вот я и пропустила. Да ничего. Ну что в этом такого, МРВ? Ты очень права, змея, дорогая. Ведь вся эмоциональная составляющая фирмы на твоих плечах. Ай, да. Ты не опоздала, как известно, в Happy Pie дела очень загружены. Ты уже выходи, давай. Не так ли? Пойду в таком случае. Заберу свои вещи. Давай. Ну тогда я забираю свой планшет. То есть я больше не вернусь на фирму, продолжу работать из дома. Как известно, и босса нет. Я бы с тобой пошла, но нужен человек, который проследит за Бураком. Здешние сплетни на мне, остальное обсудим вечером дома. Хорошо. Вы говорите с шифрами? Вы что-то скрываете от меня? Нет. Нет, дорогая. Ну хорошо. И я пойду в Happy Pie, раз так много работы. Я проведу обеденный перерыв там, после вернусь в офис. Нет, а змея, дорогая, благодарю. Но ты сейчас не утруждайся совсем. Я пойду. Да когда ты видела, чтобы я уставала, девочка? Будто вы сможете что-то сделать без моей помощи. Ай да, давай, шагай, мы уходим. Ты еще смеешься? Правда. Ты смогла выбрать какое-то место? Выбрала. Я отправлюсь в Тибет. Закрой себя в каком-нибудь храме. Да тебе не стоит утруждать себя. То есть, если хочешь, мы можем закрыть себя в этом доме.
Не будем ходить на работу, не будем отвечать на звонки, не будем смотреть на стуки в дверь. Останемся здесь до тех пор, пока не забудем о том, что существует мир, кроме нас двоих. Но, Демир, не надо. Не упрощай все так легко. То есть ты действительно серьезно? Ты правда хочешь это сделать? Честно говоря, чуть ранее мне совсем так не показалось. Я не знаю, чего я хочу. У меня и так запутались мысли. Демир, я ухожу. Потому что не могу собраться с мыслями, когда ты рядом со мной. Оф, Селин. Иди куда хочешь, главное, вечером возвращайся обратно. Бурак, посмотри на это. Связано с делами госпожи Тюркан. Это планы вашей стороны. Если дашь согласие, то я буду финансовую стратегию выстраивать, опираясь на это. Хорошо? Селин? Девочка, я не звонила, чтобы не беспокоить. И как дела? Все хорошо? Как? Вы же 2 дня должны были остаться. Ты говоришь о кофейне на побережье? Не знаю. Ладно, я гляну по положению, сообщу тебе, хорошо? Ты жди там. Давай, целую тебя, увидимся. Бурак, я могу выйти на пару часов. У нас дела есть. Нам нужно успеть уладить дела госпожи Дерим срочно. Хорошо. Это для меня готово, но будет лучше, если отправим завтра. Хочу также проверить и Селин. Потом отдадим клиенту. Хорошо, ладно, так и сделаем. Слушаю, госпожа Дерим. Мы как раз обсуждали ваши дела. Мерве, есть проблемы? Нет. У нас на побережье есть кофейня. Очень сладкое место, мы туда часто ходим. Селин там, хотела пойти к ней, но неважно. Мы вечером поговорим с ней. Ждешь господина Ибрагима? Нет. А змея друга. Что это за друг? Что происходит, девочка? У тебя руки и ноги дрожат. А змея? Придет мой бывший парень и познакомится с Ибо. Почему? Покажет мне, насколько нормально оставаться с бывшими друзьями, господин. Посмотрит на то, будут ли у меня дрожать руки, ноги, если я встречу его где-нибудь. Я напряжена, змея, поэтому у меня дрожат руки и ноги. Что я скажу Егиту? Я в жизни не слышала такого бреда. Смотри на меня. Это твой Егит привлекательный? А змея, что я говорю, а что ты? Почему? Я что, не привлекательный? Егит, добро пожаловать. Ты совсем не изменился. Какая ложь. Будучи студентом, я разве был таким? Смотри, какой я стал тяжелый. Ты изменилась. Стала еще красивее. Спасибо. Не за что. А змее, Егит. А змея моя подруга с фирмы. К тому же просто подруга. Я рад знакомству о змее. Правда? Вот так. Мы пройдем так с тобой. Конечно, можно. Что мне вам предложить? Айда? Чай вкусный. Чай. Хорошо, тогда сразу идут 2 чая. Хорошо, змея. Пройдем так.
Прошу. И как дела? Игит, я познакомлю тебя кое с кем. Знаю, очень странным покажется, но я познакомлюсь с твоим парнем. Откуда ты узнал? Потому что айда мозг — это очень сексуальная штука. Нормально, то, что твоего парня я буду напрягать. Прости. Не парься, познакомимся. И как жизнь? Это место твое? После университета мы начали это дело с друзьями семьи. Удивительно, ты пришел один. Я разрушен, Видат. Иди сюда. Иди. Хорошо, было понятно, что не будет так легко. Но не смей говорить мне, что вы расстались. Нет, не скажу. Очень обиделась, Видат. Я сам не понял, что мне делать, чтобы развеять мысли в ее голове. Она внезапно злится и даже сходит с ума. А через 2 минуты я вижу, как сильно ей больно. Она пытается стоять ровно, но в голове строит самое ужасное. Я не смог противостоять тому, чтобы она была в таком состоянии. Это мне делает больно. Она очень сильная девушка. Таким образом, она переживет это. В итоге, когда завтра мы поедем в офис, Эйлюль снова будет там. Он сказал. На самом деле он хотел рассказать раньше, но я попросила, чтобы он не говорил. Хотела, чтобы то, что вы переживаете, осталось между вами? Верно, на самом деле. Я бы тоже не хотела, чтобы моя личная жизнь была на виду. Нет никакой личной жизни. Лишь есть прошлое. И история эта не совсем уже милая. Как минимум, с моей стороны. Я обидела его. Потеряла. Я не хотела, чтобы моя ошибка таким образом вышла наружу. Но потом, узнав тебя, ты надавила очень сильно, и я не хотела опозориться перед тобой. Ты бы не опозорилась передо мной. И не опозорилась. Ты полюбила человека, но не вышла. Человек, который бы не понял этого, раньше никого не любил. Вот поэтому стоять перед тобой очень сложно. Ты слишком идеальна. Я не идеальна. Лишь пытаюсь сделать то, что правильно. Не обижая никого. Ты была обижена с моей стороны в тот момент, когда очень старалась для меня. И это очень тяжело для меня. Нет, я не обижена из-за тебя. Меня не было, когда ты была с ним. Я сейчас с ним, и меня быть не должно было. Не смотри, что я сейчас сижу за этим столом напротив тебя. На самом деле, меня и нет.
Для Демира мое существование не имеет никакого значения. Не так. Ты знаешь Демира так же хорошо, как и я. Он не хотел, чтобы обижалась ты, так же, как и я. Поэтому я так сильно его люблю. Я хочу, чтобы ты была уверена кое в чем. Может, я не имею на это права, но прошу тебя. Когда я сюда приехала, я не знала, что в жизни Демира кто-то есть. Когда узнала, я уже давно была совладельцем акций. Я в ближайшее время уеду отсюда. И ему сказала. И пытаюсь всеми способами скорее уладить финансовые проблемы. Не стоит уезжать, Эйлюль. Не стоило строить свою жизнь по Демиру и по мне. Может, будет не так, как ты думаешь? И Селина, и Эйлюль очень сильные женщины. Когда они столкнутся, будут вести себя очень человечно и адекватно. Хорошо, Видат, но откуда ни смотри, ситуация, в которой мы находимся, не очень милая. Если они будут относиться по-взрослому, то неправильно то, что они будут в одном офисе. Да, и я буду там. Не пытайся зря. Это все не связано с вами. Ни Эйлюль не будет бегать от этого, ни Селин не будет тянуть этот вопрос. Конечно, вы немного будете обижены, но никто не умирает ведь от обид. С тех пор, как Эйлюль приехала сюда, у меня в голове кое-что крутится. Отдать акции, закрыть дом, забрать Селин и уехать отсюда. Куда, например? Куда бы ни было. Подальше от всего. Но если бы я сделала это, не сказав Селин об Эйлюль, то было бы так, будто я убегаю. Сейчас Селин узнала, она будет думать, что ты убегаешь, потому что заинтересована Эйлюль. Селин не захочет уезжать, пока я не докажу, что я ничего не чувствую к ней. Пока не увидит это в моих глазах, пока не будет уверена. Она права. Вопросы останутся в голове. Что бы я ни делал, не получается, Видат. Останусь, проблема. Уеду, проблема. Сынок, ты и так ничего делать не будешь. Эйлюль ведь сказала, что уедет. Демир, послушай, не смей ничего делать. Эти женщины проведут грань между собой и по ней будут идти. Если ты залезешь, то все испортишь. Знаешь, что самое плохое? То, что я считаю во всем этом виноватым только себя. Вот это очень тяжело. Пожалуйста, забери обратно. Я не хочу, чтобы оно оставалось у меня. Иногда человек действительно не может и подумать. К тому же мне и в голову не могло прийти то, что ты узнаешь наше прошлое с Демиром, когда давала тебе это кольцо. Я, правда, хотела верить в то, что Демир тебе ничего не расскажет. И так странно то, что Демир столько времени скрывал. Я не должна была тебе рассказывать ничего о своем прошлом. Я должна была уладить дела, уехать, не сближаясь с тобой. Ты и так не хотела рассказывать. Я спрашивала постоянно, потому что хотела стать твоей подругой. Что поделать, у меня такой характер. Я на самом деле очень отдаленный человек. Не могу легко с кем-то сблизиться, но рядом с тобой я чувствовала себя очень спокойно. Я бы очень хотела, чтобы ты была моей подругой. Если бы мы познакомились в других условиях. Неудача. Ты сказала, чтобы он не рассказывал, а Демир решил рассказать. Я не хотела слушать. Все трое наделали ошибок. Но это не значит, что мы должны обижать и рушить друг друга. Пусть каждый расплачивается сам. Я по-другому не смогу. Я сделаю все, что в моих руках. Я тоже.
Спасибо за кофе. Я ходил в то кафе на днях. И? Все меня узнали. Ты шутишь. Говорят, что я такой же, даже не изменился. Люди смотрели мне в глаза и врали. Поздоровайтесь, давайте поздороваемся. Нет. Она так много смеется. Не сглазить бы, господин Ибрагим, у вас такого нет, но... Нужно немного потренироваться над тем, как смешить. Еще и смотрит мне в глаза и врет. Прости, дорогой, иди сюда. Ибо, это Игит. Привет, привет. Присаживайся. Игит — генный инженер. На данный момент работает над проектом геном. А Ибо — ветеринар. У него есть своя клиника. Очень здорово. Только Айда немного далека от животных. Она любит их издалека. Мы стараемся сделать так, чтобы она привыкла. Очень правильно. Ты все еще боишься насекомых? К сожалению, пока не продвинулась в этой теме. Прости, это я настоял на знакомстве с тобой. Надеюсь, что тебе это не показалось странным. Нет, совсем нет. Более того, наоборот, хорошо получилось. Мы с Айдой вспомнили старые времена. Раз она здесь, то и скажу. Хоть я и люблю Айду, но мы не сможем быть друзьями. Почему? Моя жена не одобрит этого. Это не из-за тебя, Айда. Ее беспокоит идея общения с бывшими, встречи с ними. Разве это не глупо? Все-таки мы разумные люди. Почему не можем быть друзьями? Я не говорю, что не можем. Но моя жена так думает, и я настолько умный, что не скажу ей, что ее мысли очень глупые. У него IQ выше 150. Где ты, Селин? Пойду к девочкам. А вечером? Буду там. Весь вечер?
Не знаю, Демир. Хорошо. Позвони, если захочешь, чтобы я забрал тебя. Не хочу. Хорошо. Она очень злая, но хотя бы ответила. Это уже что-то. Наверное. Прошу, будем ждать еще. Отдам вам вашу карту. Я пойду потихоньку, засиделся. Жена ждет. Ладно, очень рад знакомству. Я тоже. Береги себя. И ты? Я пойду потихоньку. Спасибо, что пришел, Егит. Не за что. Не стоит благодарить. Береги себя, передавай привет жене. Ты тоже. Госпожа Змея. Господин Егит. И? Убедился, что между нами с Егитом все закончилось. Я убедился в большем. И в чем же это? Что я должен извиниться перед тобой. Ты посмотри. Ты была права насчет нее. Я должен был рассказать раньше. Эта ситуация кажется мне нормальной, но для тебя может быть иначе. И думаю, что это тоже нормально. То есть, ты любишь меня такой? Да, я люблю тебя такой. Отлично. Отлично. Тебе нечего сказать мне? Ладно. Селин, ты в порядке? И не смогу легко сделать это. Посмотри, сколько семечек я нащелкала, не могу пойти на поправку. Может, вместо того, чтобы кушать, расскажешь? И где кольцо? И так все случилось из-за этого кольца. Зачем я надела его? Ты надела? Селин, как он сказал? Он приготовил тебе что-то особенное, обстановку? Нет, дорогая, сказал все прямо. Как это? Не говори, что он ничего не планировал. Разве мог не планировать? Купил акции в Артемим, писал сообщения, много всего. То есть речь идет о помолвке? Да, к сожалению. А почему ты не радуешься? Ты же обручилась с любимым человеком. Что? Я? Нет, это не я. Не я. Эйлюль. Шутишь? Как быстро. Надо же. Ты посмотри на этого бурака. Какой бурак? Они обручились с Демиром. Не знаю, когда. Что? Как это? Когда?
Секис, ты не поела? Ты тоже страдаешь, когда тебя привязывают. Я тоже страдаю. Например, от невозможных выборов. Хорошо, я не смог сказать. Но чтобы не обидеть ее. И получил, это уже другое дело. Секис, как думаешь, когда Селин остановится? Примерно сколько продлится ее поведение такое? На это уйдет много времени, да? Эти ветра легко не остановятся. Тебе еще многое нужно испытать, Демир, это видно. Идем. Идем, госпожа Секис. Прости, госпожа. О, Селин. Смотри. Смотри, сколько времени. Она все еще не пришла домой. Пусть Демир сходит здесь с ума, да? Поговори с Секис. Почему господин Демир не сказал, когда Эйлюль только приехала? Ладно, почему Эйлюль не сказала? Хитро поступила. Девочки, подождите, госпожа Эйлюль хороший человек. Просто она тоже очень любила Демира. Знаете, из-за чего я злюсь? Я понимаю их. Да. Но мне больно, больно. Я не хочу их понимать. И что теперь будет? Девочки, я побуду здесь какое-то время, не хочу идти домой. Как это? Ты бросаешь господина Демира? Нет, не так. Но сейчас я не смогу приблизиться к нему. Я путаюсь, когда нахожусь возле него. Хочется побежать к нему, обнять и целовать без остановки, утешать его. Но это меня должны утешать. Подруга, оставайся здесь столько, сколько захочешь. Мы рядом. Но я сначала зайду домой. Мне нужно взять пару вещей. Селин, здесь все есть, что ты возьмешь? Нет, это моя пижама, тапочки, зубная щетка. Схожу домой, приду. Хорошо? Целую. Любимая, стой, стой, куда ты? Секис, что ты здесь делаешь? Я оставила тебя, так не привязала? Подожди. Ах ты, беглец, иди сюда. Пойдем. Секис, так нельзя. Стоит тебя отпустить, как ты идешь, жуешь цветы у соседей. А потом они вредят твоему желудку. А потом посреди ночи нам приходится звать брата Ибо. Постой. Хорошо. Минуту. Я привязывала тебя, когда уходила из дома. Это Демир отпустил тебя? Конечно, ему жаль тебя. Но меня он не пожалел. Ох, Демир. Вот бы ты меня отпустил. Может, тогда я соберусь немного с мыслями. Что я буду делать? Секис, что я буду делать? Поешь, не убегай, хорошо?
Смотри, я опять пришла. Хоть и знала, что не должна приходить, но я пришла. Извини, что все так сложно. За то, что не смогла справиться. Хоть и люблю тебя. Если я останусь, то все будет еще хуже. Я не могу правильно думать, когда ты повсюду. Ты был прав. Не заживет, пока не пойдет кровь. Поэтому пойми меня. Селин? Не делай этого. Я вынуждена сделать это. Не уходи. Не делай этого. Селин.